вот, наверное, главное то, зачем мы сюда приехали. Наши друзья из Находки, Хабаровска и Владивостока до настоящего момента называли нашу трассу хайвеем, однако здесь нам предстояло испытать нашу технику, на что она способна. Эти 150 километров должны были доказать, что наши машины способны выдержать любое бездорожье. Столько луж и ям мы, наверное, не видели никогда. Два автомобиля вырвались вперед, даже не зная, на что они себя обрекают. Дорога Магадан, Кадыкчан-Хандыга, именуемая также Колымский тракт, Сталинский тракт и дорога смерти, протяженностью около 2000 километров, строилась в течение 5 лет и была завершена в 1943 году. Перед дорогой ставились задачи по транспортному обслуживанию империи Дальстроя и создание коридора для переброски танков от Якутска до Магадана на случай военных действий. Но кто знал, что после того, как Советская империя будет разрушена, придет в упадок и дорога, на строительство которой положили жизни тысячи людей. Что-то с радиатором, сейчас они чинят радиатор. Они еще не дошли до вот этой ямы первой, как она, кого там, актера? Как это? Макгрегора? Макгрегора, да. То есть до ямы Макгрегора они еще не дошли, то есть рок-н-ролл у них еще не начался. Вот в 3 часа они туда выезжают, как бы идут за нами, но мы стараемся дойти до Сусумана. Надо рубить лес, камни кидать туда, заваливать землей, делать проезды. Вот та первая группа, которая сейчас пышет энтузиазмом, туда погнали, они все до нас работу сделают сейчас. У нас самое сейчас пока шоколадное. И грузовик не надо. Нас Магарыч, короче. Особенно тяжело приходилось машине нашей съемочной группы. Перед самым выездом сердце нашего газона еще валялось на земле. Организаторы Шинток Трофи даже не думали, что российский внедорожник сможет пройти 2500 километров наравне с японскими монстрами. Однако смог, и не 2500, а все 5. И пускай иногда его приходилось перетаскивать через лужу на тросе, все-таки российская техника за себя ответила. И если ГАЗ-69 смог погрузиться по самое крылья в колымские болота, то японским внедорожникам было как-то не с руки уступать советскому автопрому. Даже Прада Олега Прокофьева чуть не испытал на себе вязкость сталинской дороги. Маленькая, невзрачная, но шоколадная, вот. Брызги попадают на ремень, вентилятор перестает крутиться, зарядка пропадает. Ну, как бы, я представляю, что там с генератором совсем. Это же вкусняшки там шоколадные совсем. Щетки стираются, все прочее. Однако интересно не то, что дорога смерти так тяжела для прохождения внедорожников. Люди со всего мира интересуются ее историей. Про бабушку Розу, которая прошла уже почти половину земли, мы узнали только в Якутске. 60-летнюю учительницу-пенсионерку из Уэльса мы встретили в самой безлюдной части нашего маршрута. Мы – первые люди, которых она увидела за последние 2 дня. Бабушка Роза шла пешком, впрягшись в постромки своей тележки вокруг света почти 2 года. Впереди осталось примерно столько же. Значительная часть маршрута Роза пролегала по России. За это время она научилась достаточно бегло говорить по-русски. This is so beautiful. Also, my bandana is very old. Symbol. Jeep with... Как олень-то, господи. Deer. Jeep with deer. Jeep with... Jeep in the deer force. Es очень красиво. Большая удача. Удача дорога Магадан. Я счастлива. I love this. It is gorgeous. Роза разбила наши привычные представления о европейцах, как о людях, поголовно помешанных на комфорте. У Розы более чем спартанское снаряжение и при этом просто неиссякаемый оптимизм. Нам даже стало немного неловко за наши дома на колесах, в которых мы перемещались с таким вызывающим комфортом. We crazy.
You are crazy too, you see. What a relief. It is very nice to meet some more crazy people. Однако это только первый путешественник, или точнее путешественница, которая встретилась нам на пути. Позже мы убедились в том, что страшная дорога интересна не только нам. В поселке Ягодное мы около магазина встретили велосипедиста из Голландии. Франц Кеймер ехал в Магадан из Новосибирска. В России он уже был до этого по пути в Тибет. Голландский предприниматель сказал, что находит население российской провинции довольно милым. Повсюду его зовут в гости, кормят и поят. Большой проблемой для Франции является то, что русские пьют водку в очень больших количествах. И почему-то никогда не закрывают бутылку, пока не допьют ее до дна. Франц, тем не менее, более привержен комфорту, чем Роза. Две ветки Колымского тракта, расходящиеся от Магадана, чтобы соединиться перед Кадыкчаном, еще недавно назывались «Золотым кольцом Колымы». Вдоль трассы до середины 90-х сияли огни 72 поселков. Сейчас их осталось только 9, а через несколько лет будет 3. Колыма вновь стремительно погружается в первобытную мерзлую тьму. Может, именно это и привлекает множество туристов туда, где когда-то золото социалистической империи снабжало всю страну.